Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Туэр Пирзода. Сегодня под председательством основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан, председателя правительства страны, уважаемого Эмомали Рахмона, состоялось заседание правительства Республики Таджикистан. Вначале был заслушан отчет председателя Государственного комитета по земельному управлению и геодезии Орифа Ходжазода об отчете об имеющихся землях, распределениях их по категориям, видам земель и землепользователей республики на состояние 1 января 2019 года. В работе заседания был обсужден ряд законов, в том числе о проекте закона Республики Таджикистан о военном положении, о проекте закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнений в закон Республики Таджикистан о государственном бюджете, о проекте закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнения в налоговый кодекс Республики Таджикистан и о проекте закона Республики Таджикистан о внесении изменений и дополнения в таможенный кодекс Республики Таджикистан и направленный для рассмотрения в Маджлисе Намояндагон, Маджлисе Оли Республики Таджикистан. Также выступили с сообщениями председатель города Душанбе Рустами Эмомали о перечне товаров государственными унитарными предприятиями, о производстве, закупке, заготовке и продаже продуктов первой необходимости в городе Душанбе, импортируемые и освобожденные от уплаты на добавленную стоимость. И министр промышленности и новых технологий Зарубидин Файзулозода о программе развития цветной и черной металлургии в Республике Таджикистан на период до 2025 года. Обеспечение продовольственной безопасности – это стратегическая цель страны, которая непосредственно влияет на создание рабочих мест и увеличение экспортного потенциала Таджикистана. С целью обеспечения развития сферы сельского хозяйства и охраны продовольственной безопасности за счет реализации государственных инвестиционных проектов и государственного бюджета в период независимости направлено более 12 миллиардов сомони. Общий объем производства сельскохозяйственной продукции увеличился в 3 раза, а экспорт продукции этой сферы систематически повышается. В настоящее время незначительная доля произведенного хлопка перерабатывается внутри страны, а имеющиеся возможности, направленные в создание рабочих мест в текстильной сфере, используются не в полной мере. Согласно статистическим данным, в последние годы внутри страны перерабатывается всего 10-12% хлопковолокна. В минувшем году экспорт хлопковолокна по сравнению с предыдущим годом увеличился в 2 раза. В настоящее время за счет бросовых земель и предгорий систематически увеличиваются площади садов и виноградников, в том числе и интенсивных садов. В период независимости и сельскохозяйственного оборота было выведено 190 тысяч гектаров пахотных земель, а площадь приусадебных участков увеличилась на 135 тысяч гектаров, в том числе за счет поливных земель на 52 тысячи гектаров. К другим темам. 300 дней реформ по поддержке предпринимательства и улучшения инвестиционного климата – это залог стремительного развития этих сфер в Таджикистане. С целью обучения молодежи основам ведения бизнеса в стране разработана дорожная карта молодого предпринимателя. Мы провели мероприятие, тренинг для тренеров, для ряда специалистов по делам молодежи и спорта города Душанбе и его районов, в том числе для молодых преподавателей экономического факультета и предпринимательства ряда университетов, с тем, чтобы повысить знания по основам предпринимательства пошагово. Клуб молодых предпринимателей совместно с программой развития ООН в Таджикистане разработали дорожную карту молодого предпринимателя. Цель дорожной карты заключается в обучении молодежи поэтапно от зарождения идеи, которая имеет потребность на рынке, и она, которая должна быть конкурентоспособна, до использования маркетинговых инструментов, создание бизнес-плана, правильная регистрация субъектов предпринимательства в рамках по принципу единого окна, а также получение ряда разрешительных документов в ходе деятельности данного субъекта предпринимательства, различия между видами субъектов предпринимательства, а также правильной сдачи налогов, электронная сдача отчетов. Мы продолжаем наш выпуск. Год развития села, туризма и народных ремесел взял старт и будет продолжаться до 2021 года. Эта созидательная инициатива нашла поддержку среди умельцев и начинающих мастеров.
Каждый народ славится своими культурными и историческими ценностями, привлекая туристов объектами достопримечательностей, продукцией ремесленников и местным колоритом. Настоящим брендом Таджикистана в полной мере можно назвать керамических дедушек в расписных халатах с лепешками, как символ долголетия и достатка с арбузами, яблоками и виноградом. Эти игрушки раскупают приезжающие в республику иностранцы. Среди богатого культурного наследия наших предков, дошедшие до нас, гончарное дело, резьба по дереву, ковроткачество и, конечно же, вышивка. Один чакан чего стоит? Сюзанне главный атрибут национального ремесленничества, неповторимый и всегда разный узор вышитых на ткани цветов, неповторим и уникален. Мастерица Йодгорова Давлатби не только вышивает и представляет свое творчество за рубежом, но и обучает начинающих девушек. А началось все с тюбетейки, которую вышивала вместе с мамой. Много-много делаем для нас и для республики. Я была в несколько конференций, несколько семинарий, и в Индустане я была, в Казахстане была, я везде. Моему работа была на первое место, все смотрели на мою работу все ручная работа, и качественная, и красивая. То, что я делаю в этом нашем, это все это от нашей истории, который до нас остался. Богатые культурно-историческое наследие, памятники, архитектуре, декоративное искусство и, конечно, неповторимо вкусная восточная кухня таджикского народа. То, что делает республику привлекательной для туристов, и все это в развитии. Замира Юнусова, Дильшоди Хушвахт, новости. Курение – это преждевременная смерть. Согласно закону Республики Таджикистан об ограничении использования табачных изделий, категорически запрещается потребление любых видов табачных изделий, включая кальян и насвай, а также электронных сигарет в помещениях и на территории учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, культурных, спортивных, религиозных, научно-образовательных учреждений, внутри административных зданий, в рабочих кабинетах государственных и неправительственных организаций, в заведениях общественного питания, в транспорте, где находятся дети младше 16 лет, в подъездах, лифтах, подземных переходах и других зданиях и конструкциях, открытых для доступа людей. О том, какой серьезный вред наносит курение на здоровье человека, расскажет Зумрат Файзиева. При курении сигареты никотин всасывается в кровь и действует подобно наркотику. Человек на короткое время испытывает эйфорию и становится зависимым от табака. Кроме того, опасность представляют смолы и еще десятки токсических веществ, содержащихся в табачном дыме. Они оседают внутри бронхиального дерева, снижая местный иммунитет. На организм курильщика обрушивается удар всего химического коктейля, который образуется в результате сгорания табака. Аммиак, синильная кислота, бутан, никотин, карболовая кислота, формальдегиды, пиридин, мышьяк, кадмий и другие. Около 9% от общего количества вредных веществ в табачном дыме составляет окись углерода. Она проникает в легкие, растворяется в плазме крови, вступает в соединение с гемоглобином. Окись углерода по своему строению похожа на двухвалентное железо. Молекулы обоих веществ начинают конкурировать между собой за свободный гемоглобин. Он не способен присоединять к себе молекулы кислорода, отчего просто курсирует по организму, делая кровь более густой. Кровь недостаточно насыщена кислородом, отчего наступает гипоксия клеток, тканей, органов. Кроме того, чем меньше кислорода в крови, тем меньше клетки усваивают глюкозу. Нарушаются обменные процессы, развивается хронический дефицит энергии. Вывод таков. Вред от курения не только отражается на внутренних органах, но и на внешнем виде. В наше время уже все больше человек бросает курить. В первую очередь молодежь, зная о вредном воздействии курения на человека, отказывается от этой вредной привычки. Меня зовут Нозанин, я студентка 3-го курса. И хотелось бы вам сказать, что не курите, бросайте курить, будьте красивыми снаружи и снутри. Меня зовут Хавас, я студентка 3-го курса. Я хочу сказать, что бросайте курить и не становитесь рабами своих привычек. Я Муминова Аниса, мы молодежь не курим и вам тоже не советуем. Лучше занимайтесь спортом.
Самое крупное ДТП в истории штата произошло в американском Висконсине. В Непале во время катастрофы вертолета погибли 6 человек. В результате схода оползня в центральной части Перу погибли еще 2 человека, в результате чего число погибших с начала сезона дождей составило по меньшей мере 50 человек. В Приморье растет площадь лесных пожаров. Об этих и других событиях в мире более подробно в блоке зарубежных новостей. Самое крупное ДТП в истории штата произошло в американском Висконсине. Там столкнулся 131 автомобиль. Есть один погибший, еще 71 человек получил ранения. На линию службы спасения поступили тысячи звонков, а на шоссе, где произошла авария, образовалась многокилометровая пробка. Причиной случившегося стали погодные условия. Как сообщили очевидцы, шел снег, видимость на дороге была не более 2 метров. Ранее крупное ДТП, связанное с непогодой, произошло в штате Миссури. В Великобритании пожар в западном Йоркшире потушен. Борьба с огнем, охватившим порядка 150 гектаров земли, велась всю минувшую ночь. Очевидцам произошедшего предстала страшная и впечатляющая картина. В Непале во время катастрофы вертолета погибли 6 человек. Среди погибших министр культуры, туризма и гражданской авиации Непала Рабинда Адхикари. Как сообщается, местные жители услышали звук взрыва и увидели клубы дыма, поднимающегося в районе возможного крушения. Причины катастрофы неизвестны. В результате схода оползня в центральной части Перу погибли еще 2 человека, в результате чего число погибших в стране с начала сезона дождей в сентябре составило по меньшей мере 50 человек. Оползень был вызван проливными дождями в городе Уанкавелика, где были затоплены больницы и школы, а сильные наводнения заблокировали дороги и повредили мосты, и пострадали тысячи семей. Национальный институт гражданской обороны и военно-морской флот направили более 70-23 тонн гуманитарной помощи, оборудования и тяжелой техники в портовый город Пайта, который оказался в наиболее бедственном положении. В Приморье растет площадь лесных пожаров. Там ввели особый противопожарный режим. Теперь он действует уже в 11 муниципалитетах. Все из-за рекордно теплой и практически бесснежной зимы. Таких высоких температур в Приморье не было за всю историю метеонаблюдений. Аномально тепло и в соседнем Хабаровском крае. Возгораний там нет, но регион затянуло густым дымом. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. О развитии событий в 20:30. Будьте здоровы!